1945 году, когда была образована Алматинская казахстанская епархия, на которую был назначен владыка-архиепископ Николай Могилевский, в 2000 году прославленный в лике новомучеников и исповедников земли казахстанской, вновь был поднят вопрос об открытии Никольского храма. И в 1946 году этот храм, на радость всем верующим, был передан православной церкви. Здесь был образован кафедральный собор всей казахстанской епархии. В 2000 году святитель Николай, как я уже сказал, был причислен к лику святых, и его честные мощи по благословению высокопреосвященнейшего тогда архиепископа Алматинского и казахстанского Алексия были определены в Никольский собор, где они и ныне почивают. И всякий верующий православный алматинец имеет возможность прийти в наш храм для того, чтобы помолиться у этих святых мощей. В 1995 году впервые в истории Никольского храма его посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который, начав свой пастырский визит в казахстанской епархии, начал молебное пение с Никольского собора. А в 2010 году Никольский собор посетил ныне здравствующий святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также совершил здесь молебное пение и приложился к мощам священноисповедника Николая, митрополита Алматинского и казахстанского. В дар Никольскому собору святейший патриарх подарил икону святой блаженной старицы Матроны Московской с частицей ее святых мощей. За этот период, после открытия, второго рождения нашего храма, в нем служили выдающиеся иерархи и священнослужители XX века. Об одном из них мы уже упоминали. Это высокопреосвященнейший Николай, митрополит Алматинский и казахстанский. Конечно, невозможно не вспомнить служение высокопреосвященнейшего митрополита, старца Иосифа Чернова, который на протяжении 15 лет совершал свое служение на казахстанской земле и служил в этом Никольском соборе. Также, конечно, невозможно не вспомнить о таком выдающемся священнослужителе, как архимандрит Исаакий Виноградов, который на протяжении ряда лет был настоятелем этого святого храма. В этом храме сегодня находится множество самых дорогих святынь, к которым мы регулярно, а я бы даже сказал, постоянно молитвенно прибегаем. Это и тот дар, который был нам дарован высокопреосвященнейшим митрополитом Александром в 2010 году. Это частица мощей святителя чудотворца Николая, архиепископа Мирли Кийских чудотворца. Это и мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары. Это и частица мощей святителя Нектария, митрополита Пентапольского и Гинского чудотворца. Вот мы вспоминали уже об иконе блаженной матери Матроны Московской, которая также имеет частицу святых мощей. Многие православные христиане, жители нашего города, зная о том
что здесь, в нашем Никольском соборе, пребывают действительно древние, намоленные, как принято иногда говорить, иконы, а также множество святых мощей разных угодников Божьих стараются прийти в храм для того, чтобы здесь помолиться и Господу Богу, Его Пречистой Матери, Деве Марии и, конечно же, святым угодникам Божиим, для того, чтобы и спросить у Господа Его щедрые и богатые милости. Рассказывая об истории нашего собора, о новейшей истории нашего собора, конечно, невозможно не упомянуть о том, что в 1991 году по благословению управляющего нашей епархии в те дни архиепископа Алексия Кутепова была открыта первая в Казахстане церковно-приходская школа. Вот на протяжении более уже 3 десятилетий эта школа старается привить детям глубокую веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И, открывая тайны этой веры, научить это молодое подрастающее поколение тому, как должен жить верующий православный человек. За это время школу закончили не один десяток, я бы даже сказал, не одна сотня молодых людей, многие из которых сегодня уже служат на различных приходах нашей русской православной церкви. Хотелось бы, чтобы наш собор еще многие и долгие годы утверждал твердую веру в сердцах жителей града Алма-Аты, чтобы те добрые заветы, которые оставили нам наши предшественники, воплощались в нашей жизни, и чтобы все мы несли достойно и свято свое христианское звание.